Здравствуйте, я вот... Самый актуальный вопрос. Будет ли второй сезон? Связывались ли с вами продюсеры Жора? Пока нет такой информации. Жаль. Я сама смотрела сериал, потому что там в роли Маратика был мой друг, так скажем. Мы с ним познакомились, когда он учился в театральном училище, да. Вот. И поэтому я смотрела, конечно же, с большой любовью, с большим уважением, потому что и не оценивала романтизацию никакую, но просто я смотрела как добрый зритель, вот, типа, интересно. Снято, прикольно, интересно. И еще, конечно же, Ильдус Абдрахманов, да, тоже вот близкий друг нашей семьи, коллега моих родителей. Вот. И что хотелось бы спросить? Вот мы знаем вот это ваше, так скажем, произведение большое. Что еще вы сейчас пишете, чем вы занимаетесь? Я пока пишу эту тему, но только с другой стороны, про женские банды, ну, которые тоже были в Татарстане, в Поволжье и, ну, и в таких разных городках. Это немножко более закрытая тема, там такие особенные правила, еще более дикие, экзотичные, чем в мужских группировках. Вот, и, ну, в общем, я пока... Когда нам ждать в Читай-городе? В следующем году. В следующем году? В следующем году, да. Спасибо вам. Да. Потому что, мне кажется, такие темы в любом случае должны освещаться, подниматься и просто понимать, что, ну, вот такое было, ребята, знаете. Да, это еще труднее. Ваш любимый жанр, например, книжный, литературный? Что вы читаете? Сами. Мне нравится биография, потому что когда ты сталкиваешься с каким-то великим произведением, и тебе хочется понять, в какой атмосфере жил человек, кто он был, какой контекст, что его окружало, почему он пришел, что было, какие сплетни. Это тоже почему-то мне интересно. Это, возможно, не самая важная информация, ну, для того, чтобы, если ты сам хочешь сделать какое-то великое произведение, но все равно, если ты полюбил его, ты сращиваешься с ним так, что тебе хочется знать больше, больше и больше. Или как ты смотришь какое-нибудь, не знаю, кино или сериал там про королевскую семью, и дальше лезешь в Википедию, а потом пытаешься понять, набрали ли в кино, например. Ну, и вот я вот по этой простой схеме часто хожу. Топ-3 вашей любимой книги. Может быть, вы что-то посоветуете? Может, одна книга, чтобы все прочитали. Одна книга, которая нас, так скажем, замотивирует, а одна, которая нас вдохновит, ну, замотивирует именно к действию, а вдохновит в творческом. Какой-то нон-фикшн или какой-то коучинг, я такого не читаю. Ну, как заработать миллион или как... А может, из художественной литературы есть художественные произведения, которые отзываются? Отзываются? Нет, естественно, очень много художественных произведений отзываются, но я вот в мотивацию такую не особо верю. Я не особо верю, например, что драма учит, или, например, произведение искусства тебя, может быть, или художественное произведение сделает тебя лучше или хуже. Оно тебя делает глубже, но там моральные качества, они каким-то другим образом в тебе воспитываются. Ну, не знаю, последние лет 5-7, если меня спрашивают про любимый роман, это роман Гари «Ожидание на рассвете», про отношения мамы и сына. Очень глубокие, потому что отношения мамы и сына, потому что я рос мальчиком, мне интересно, это одна из важных вещей. Ну и такая, бывает такая удушающая любовь, это вот про нее немножечко, и, кстати, мотивирующая человека на какие-то великие поступки. Вот как только я переключаю каналы и видела, что вот сейчас будет слово «пацана», я тут же переключала. Вот вы можете мне сказать, почему я должна прочитать эту книгу или пересмотреть этот сериал? Давайте я вам так объясню. Есть такое эстетское, все смотрят, все, из каждого рупора. Я не буду смотреть, потому что я сноб, потому что у меня особенный вкус. С этим я согласен. Но, с другой стороны, раз это попало такому большому количеству людей в какой-то нерв, это срезонировало с настроением, это ответило на какие-то вопросы, значит, в этом произведении есть что-то важное для нашего времени, для понимания в том числе и нашего времени, не обязательно 89-го года и Казани. Вот только такой мотив я могу вам посоветовать, но убеждать не стану.
если вы любите французские комедии, то продолжайте их смотреть. Я, например, люблю драмы, я люблю Ларса фон Триера, я люблю, чтобы вот так... Не, я люблю про партизан. Про партизан. Вот 9 мая было очень много фильмов про войну. Я вокруг себя просто не вижу эту среду негативную, и мне было очень интересно Окунуться в эту среду? Да, увидеть то, что есть другая жизнь. И, Была. Ну, была. Нет, я уверена, что она еще есть. И я, честно говоря, опасаюсь о том, что она сейчас все это будет усиливаться. Я уверена, что это все сейчас есть, преступные группировки есть. Я переживаю о том, что сейчас очень много будет детей без отцов расти, потому что отцы далеко. Я опасаюсь, что будет все это повторяться, потому что все-таки мужчины детям нужны отцы, и они будут этот авторитет видеть в ребятах на улице. Понятно ваше опасение в том смысле, что вам не хочется быть педагогом группировщиков. Сейчас уже люди как-то переварили все это, значит, посмотрели. Но вообще мы же понимаем, что вот столько разговоров про этот фильм, это ажиотаж, это обсуждение. В любом случае, он затронул много людей, он затронул, значит, многие средства массовой информации. Вот сейчас следующее, что будет? Я так думаю. Вот в Москве, например, да, есть такой ресторан «Белое солнце пустыни», да, с этим интерьером. Есть в Москве ресторан «Джентльмены удачи». Я думаю, обязательно сейчас появится бренд, пацаны. Вот я уверен в этом. Бренд. Не уверен, что в ресторане? Нет, будет ресторан, будет одежда, будет бренд. Вот в этом ресторане будут ходить люди, какое-то меню напишут. Для чушпанов и для пацанов. Да? И вот, значит, ситуация какая. Вот все-таки вы писали книгу, вы понимали, что оно будет таким произведением, что вся Россия от мала до велика будет это обсуждать. Сколько бизнес онлайн, сколько в интернете, сколько. И вы знаете, да, что сейчас самая такая, значит, есть YouTube-канал, где куклы нашего руководства, куклы, значит, ну это оппозиционные. И даже вот эти куклы сделали несколько серий сюжета «Слово пацана». Куклы такая на НТВ. Да. И вот они тоже вот собираются, куклы, там выходит кто-то и говорит: ребята, значит, мы слабые, значит, там все это вот эти речи. Вот. И теперь, значит, к чему я веду разговор? То, что мы здесь это обсуждали, да? Мы, конечно, как-то вот все-таки склонны к тому, что нам кажется, есть фильм «Брат», появился «Брат 2», есть фильм «Бумер», появился «Бумер 2», да? «Бумер 2» слабенький. Слабенький, да, но мне кажется, что будет продолжение будет, да? И вот у нас здесь ребята предложили такой сценарий, да? Сценарий в чем заключается? Вот они предлагают два сценария. Вот один сценарий у нас ребята предлагают, чтобы, например, «Слово пацана» сделать как сказки Тукая. Вот, например, там в Шурале будет Адидас, да? Например, там Марат и Пальто будут сказки там «Русалка». Айгуль будет русалка, Марат утащит расческу, а Пальто расческу вернет. Вот какой-то такой пытались сценарий придумать. Потом, значит, второй сценарий. Вот хотели, например, есть фильм «Аватар». Чтобы этот «Аватар» был Адидасом, да, и чтобы вот это он полетел, и это Айгуль, и Пальто, и вот эти вот наши конфликты, которые уличные, чтобы они переселились в межпланетные, да, и вот такой сценарий мы разрабатывали. И вот последний сейчас нам послали сценарий, значит, здесь аналогия какая? Есть Пальто, есть Марат, есть Айгуль, есть Гарри Поттер. Там тоже, значит, есть девушка и два парня. Там есть трехголовая собака, которая будет героем. Там они вот, я вам пришлю список, они там не обидели никого. Они дали роль и сестренке это Пальто, и матери Пальто. И даже там есть роль с подписанной шапкой для учительницы. Вот. И поэтому вот это я вам пришлю, а может вы подумаете. И получится, что, значит, «Слово пацана», вторая серия, родилась где? В штабе. Да, спасибо большое. Ох, ще кабана,
Günler geçgülge yola Gençleşe bala Günler geçgülge yola Yaş yürek yüzlüde İskenciler minasiler girer ise Yaş yürek yüzlüde İskenciler minasiler girer ise Yalamayıp belini de sağlanana derdimsine Gelirken de yalamayıp belini de sağlanana derdimsine Olup gilmeyim ayazlı Şeşekli al sultanlı Olup Efendilik safır, jülerine olsun, alıp gelmeyim adamı. Efendilik safır, jülerine olsun, alıp gelmeyim adamı. Gelirken gelirdi. Gelini de yalamayıp elinde sağlanana derdimsine Gelirken gelini de yalamayıp elinde de sağlanana derdimsine Ok şeşme otabala Günleri geçti gel yola Ok şeşme otabala Yüzlüde iskeleciler indimas Gelir girer ise Yaşırır yüzlüde iskeleciler indimas Gelir girer ise Gilir Gelirken girdi Gelirken girdi Gelirken yalamayıp elinde sağlanana derdimsine Gelirken yalamayıp elinde sağlanana derdimsine Gelirken yalamayıp elinde sağlanana derdimsine Kırklı para sende para toymayı Gidil boyu parmağına Onlar şiddetleşip yalanaya Şırlar kızı gidil yarına Bin yaratasızdı kardeşler Hürmeti tepkidik yarata Şuna kuresiz gebalışlar Yüreşi var mı yarata Bin yaratasızdı kardeşler Hürmeti tepkidik yarata Şuna kuresiz gebalışlar Yüreşi var mı yarata Ayınlarla cilde girmeli Emir bir emir küpüge Emir küpe durak ileriye Ulan elin buylak yerine Bağlar alanında kür salmış ya Ulanıktır ayinene Şuşayinene Gezeliyle jillettirene Bağlar alanında kür salmış ya Ulanıktır ayinene Yaş kata vatamata Eller arasına gömülmeli Senler yakır yuvalar Evdensiz de ayırdılar Anlatırken kozayıkları Ayıp salva onlar çiftleri Yüreğimde gülüşleri
Başlarına yişetini yerini var ormanında Kamışlarını kürümeye şavalapı yanları yavalar Kolları var başta sana duvar Milanı izledim beni Sanduğaş geride geri gel Yaralan büyüdü izlemeli Sanduğaş geride geri gel Yaralan büyüdü Kollarıma başta sana duvar Milanı izledim beni Sanduğaş geride geri gel Yaralan büyüdü izlemeli Sanduğaş geride geri gel Yaralan büyüdü Sandu aşkırdı günlerine Şaralamayı tüzimleri İleri gelsiniz Kızılada üzülünüz Aşağıda güzeller Salarız Sırmalı bağlarız İmanlı şarkımız diyelim Yaşta yüreğim Tızara şiire Sezginem, sezginem Aile gel Bu yaşta yüreğim Tızara şiire Sezginem, sezginem Aile gel Sular tanrılar Yerine mermeni var Birlik Yüzün yeşilgen Aşıklar şiirin Kızarın başları yiyelim Yaşlar verelim Kızara şiirin Sezgin, sezgin Vaktine gel Bu yaşlar verelim Kızara şiirin Sezgin, sezgin Vaktine
yok, yollarıma karşılaşın.